Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня основной докладчик Белоусов Андрей Ремович по вопросам развития судоходства. Вопрос очень большой, важный. Обсуждаем его отдельно, но вначале, как обычно, несколько оперативных тем. Одна из них связана с только что закончившимся официальным визитом президента Таджикистана в Россию. Мы обсуждали много вопросов двусторонней повестки. Хочу поблагодарить всех коллег из правительства, которые занимались подготовкой этого визита, подготовкой соответствующих документов. Все прошло на очень хорошем уровне и с хорошим результатом. Но один из вопросов, который мы обсуждали, это вопросы обеспечения общей безопасности. И хочу один из них сейчас затронуть коротко. Тем более, что завтра у нас в Минске встреча с коллегами в рамках ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности. Так вот, один из вопросов – это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу. То, что касается Таджикистана и то, что было поднято президентом Таджикистана вчера и сегодня в ходе рабочего завтрака, касается того, что мы делаем на этом направлении. Мы уже поставили в Таджикистан 2 дивизиона наших систем ПВО С-300, это 8 пусковых установок. В целом мы готовы к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом. Но, напоминаю, правительство должно выпустить до конца года соответствующее распоряжение. Министр с утра докладывал, как идет работа. Прошу это технический вопрос, но прошу его не упустить из виду и довести до конца. Теперь дальше. Попросил бы Куренкова Александра Вячеславовича сказать о том, как идет работа по эвакуации россиян из сектора Газа и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Там ситуация давно уже вышла за грань критической. К нам обратилось, по-моему, 900 человек с просьбой вывести оттуда. Из них 639 граждан России и еще 271 человек – это их родственники.